Россия – столица Удмуртии Ижевск. Именно здесь живут журналисты, которые ездят по республике и пишут о ней. И они не верят, что кто-то так же хорошо знает о том, как меняется регион. И взялись это исправить. В очередной раз они подготовили задание для шоумена и блогера Александра Спиридонова. В прошлых выпусках он собственноручно поймал карпа и ощутил на себе силу воды. Привет! Привет! Сегодня будем удивляться снова. Ты готов увидеть Удмуртию с высоты птичьего полета? Я готов выполнить любое ваше задание, тем более они у вас легче легкого. Задача блогера – узнать новое об Удмуртии. Журналисты, как всегда, подготовили для него список заданий. Хватит ли упорства и смелости Александру Спиридонову в этот раз? Узнаем в течение выпуска. Взлетные истории. Первый в Удмуртии фестиваль по парапланерному спорту. Он проходит совместно с Кубком России. Удмуртские спортсмены долго ждали этого события. На глазах у зрителей в деревне Ермакова в течение нескольких дней соревнуются парапланеристы из разных регионов страны. Нормально. Вот у вас хорошо получается. А сегодня твоя задача – подняться ввысь на параплане. Погода пока не летная. Ветер очень сильный, сильные порывы, термичка большая. Можно попробовать пока с ним на земле поработать, но лететь пока нельзя. Вот уже почти 30 лет Андрей Орлов не разлучен с небом. Капитан сборной России, участник международных соревнований. Он уверен, что Удмуртия – территория парапланерного спорта. Всего в республике занимаются около 8 десятков человек. Работает Федерация спорта сверхлегкой авиации и детский клуб. С каждым годом этот вид спорта становится все популярнее, что соответствует задачам нацпроекта «Демография». Суровая правда жизни. При сильном ветре парапланы не летают, а значит, полет отменяется. Не освоив параплан, наш ведущий не отчаивается. Он решил познакомиться с кайтом. Это большой управляемый воздушный змей. Парящий по воздуху парус используют как на воде, так и на суше. О, смотрите, он летает! Он летает! Я старался. Бывает. Круто. Это прикольное ощущение. Еще одна попытка подняться ввысь, полет на воздушном шаре. Ну что, полетели? Не полетели. А вот и открытие фестиваля, и его талисман – бумажный самолетик. Раз, два, три. Мы поздравляем этого мужчину! Это был самый короткий полет на точно. Спасибо большое. Я поймал. Я думаю, что что этот вы? мужчина вас ждет счастье. Оставьте его себе или подарите тому, кого вы считаете нужным счастье больше, чем вам. Отлично. Спасибо. Давайте еще раз поаплодируем. Впередным историям, да. Пожелаем спортсменам хорошей погоды и, конечно же... Найди самый большой дрон на этом фестивале.
Вас приветствует детский технопарк Ванториум Ижевск. И мы приехали сюда с ребятами, которые обучаются у нас в технопарке. И вот вы видите модели, которые проектировали сами ребята. Что это за агрегаты? Откуда он? Из будущего? Конечно. Это сельскохозяйственный дрон. Предназначен он для обработки средствами защиты растений, сельскохозяйственных угодий, растениеводства, какие-то пшеницы, овес, кукуруза, подсолнечник. Объем бака летающего агрегата 30 литров. Может обработать до 6 гектаров за 15 минут. Справляется со своей задачей даже ночью. Ну что, это максимальный сегодня мой полет. Никуда больше я не полечу. Погодные условия не позволяют. По условиям проекта наш ведущий должен выполнить главное задание – увидеть окрестности с высоты птичьего полета. Ждем хорошую погоду. Итак, попытка номер 2. Я готов лететь. Что мне нужно для этого сделать? Сначала одеваем шлем. Страшно, жуть. Ну все, мы полетели. Мы полетели. Держим. Что? Побежали. Побежали. Я уже. Это неимоверное ощущение. Ну, крутяк. Солнышко волшебное. Потому что... О, серьезно? Вы... Ну что, дорогие друзья, я выполнил свое задание, я пролетел. Первый раз в жизни, ни разу до этого я такого не испытывал. Это адреналинчик, конечно, тот еще. Девочки, я с заданием справился. Ну что, день у тебя был очень насыщенным, делись впечатлениями. Я в восторге. Сегодня для меня новые открытия, новые знания. Познакомился со спортсменами, которые занимаются парапланеризмом. Для себя я открыл, что Удмуртия – территория воздушного спорта. И Удмуртия – территория будущего.